И в этот день я всегда хочу быть здесь, среди людей, которые помнят и любят моего отца и всех джалильцев. В этот день я как бы заново окунаюсь в свое детство, военное детство. Я прощаюсь вновь и вновь со своим отцом, которого я видела здесь, в квартире, которая сейчас музей имени Мусы Джалиля. И я вспоминаю всегда его необыкновенную любовь к людям и его необыкновенную любовь ко всем своим друзьям, к нам, к людям, к родным, к близким, ко мне. И это проходит через всю жизнь моей семьи. Мы приходим сюда поклониться на это святое место для нас каждый год. В своем одном из последних писем мой отец писал домой, что когда я думаю о смерти, я думаю, что важно остаться в памяти народа. И, может, и целью заключается в том, чтобы остаться навсегда в памяти народа. Он как бы предрекал свою судьбу. Он сражался всегда и всегда был на самых трудных участках, потому что тот фронт, в котором ему довелось сражаться, сам по себе был один из трагичнейших эпизодов войны. И уже оказавшись в плену, он и его подпольные друзья, все они сражались, не просто умирали мученической смертью в концлагерях, в нечеловеческих условиях, а они продолжали бороться. И то, что моабитские тетради – это вершина творчества Джалиля, и это обжигающий своей достоверностью великий документ о войне, и это высота человеческого духа. И когда мы впервые прикоснулись и узнали об этих стихах, я думаю, что это потрясло и нас, и всех людей, которые только могли прочитать это, могли услышать это, и могли прочесть это в книгах. И пройдут еще столетия, но я думаю, что подвиг Джалиля, Курмаши, всех джалильцев и всех 11 наших героев никогда не должен быть и не будет забыт. И всегда это святое место будет призывать к себе людей. И я надеюсь, что и новые поколения, благодаря прикосновению к этим великим стихам, письмам, к великим биографиям этих людей,